Солнечная энергия – это выгодно, доступно и здорово. Само расположение Кыргызстана и наличие большого числа солнечных дней – 270 в году – является отличным подспорьем в широком применении технологий по использованию возобновляемых источников энергии. Идея солнечных установок обсуждается давно, но на государственном уровне пока слабо внедряется в жизнь. Применяя солнечные технологии, можно получать электричество, горячую воду, тепло. Солнечный водонагревательный коллектор преобразует энергию Солнца в тепловую. Он может быть установлен в автономных системах отопления и горячего водоснабжения зданий. Система устроена умно. Она может работать и в солнечную, и в пасмурную погоду. При необходимости можно переключиться на централизованное горячее водоснабжение. Вначале поставили в моем кабинете. Именно почему? Потому что у меня в связи с тем, что связано с моей профессией, очень много требуется воды теплой. Обработка инструментов, руки мы часто моем. Для этого раньше, если я мыла в холодной воде, то теперь в теплой. Наверное, есть большая разница, особенно в зимнее время. Теплая вода доступна. Не надо ее греть лишний раз, ждать, когда она согреется, эта вода. Потому что обработка инструментариев некоторых связана именно с теплой обработкой. Так как система контроля работает от электричества, то важно обеспечить его бесперебойную работу. Эту функцию выполняют контроллер, аккумулятор и инвертор. Резервный источник питания автоматически переключается на режим автономного питания от аккумулятора. Биом нам установил свою аппаратуру. Мы уже в течение 3 лет ей пользуемся. Но зимой мы не пользуемся ей, хотя ей можно пользоваться. Я просто зимой воду убираю, и мы пользуемся только весенний, летний и осенний период. Нынче сохранение невозобновляемых источников энергии едва ли не самый злободневный вопрос. Тем более на фоне обсуждаемой программы энергосбережения, призванной стать комплексным механизмом госуправления и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов. Эффективно расходуя энергию и природные ресурсы, дома, на работе, в школах, мы заботимся о нашем общем будущем.